Здравствуйте, в эфире БСТ, программа «Интервью», и мы пишем его в преддверии большого события, финала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills», который будет проходить в Уфе, который уже началось в Уфе. И сегодня на наши вопросы отвечает премьер-министр правительства Республики Башкортостан Назаров Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Уфа, Башкортостан встречает тысячи гостей, участников финала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Скажите, пожалуйста, какое значение имеет это событие для страны в целом и для Республики Башкортостан? Вы знаете, это событие мирового масштаба, потому что в свое время, когда еще в 1946 году была придумана эта идея по обучению молодых людей профессиональным качествам, по рабочим профессиям, конечно, это послевоенная Европа понимала, что без этого не обойтись, разруху не восстановить. И вот это движение началось в 2012-м, уже Российская Федерация включилась в это движение, потому что и мы в нашей стране поняли, что высокопрофессиональные специалисты это существенно меняет производительность труда, а производительность труда влияет на экономику, на результаты, и поэтому очень положительно сказывается на развитии страны. С 2016 года и Башкортостан уже, в общем-то, включился в эту работу, принимает участие, наша сборная участвовала неоднократно, и поэтому, когда появилась возможность, чтобы финал национального чемпионата прошел в Башкортостане, в Уфе, мы, конечно, этим воспользовались. Грех было упускать такую возможность. Да, мы поняли, что это даст нам большой толчок в целом в сфере образования, потому что образование по сегодняшним современным меркам, оно должно соответствовать современным требованиям с точки зрения технической подготовки специалистов. Можно купить станок, но нельзя купить готового специалиста, он должен где-то уже получить это навыки. Поэтому чаще всего получаем молодых специалистов на производство, их начинают докручивать, доготавливать, и на это уходит существенное время, там, от нескольких месяцев до нескольких лет. И вот как раз движение WorldSkills позволяет, в общем, это преодолеть и, в общем-то, во время образования, во время обучения уже дать эти навыки. А Башкортостан, когда вовлекаясь сегодня вот так масштабно и в качестве просто этого примера, и в качестве вовлеченности наших жителей и наших молодых людей, конечно, получит максимум от проведения финала чемпионата. И это касается и вовлеченности молодежи, это и касается вовлеченности всего нашего башкортостанского общества, потому что это в итоге положительно скажется на нашей экономике. Андрей Геннадьевич, вот есть такое хорошее слово «файда». Да? Вот какая файда для экономики республики, какое наследие останется после этого масштабного мероприятия? При принятии решения о проведении финала чемпионата WorldSkills Russia здесь у нас мы просчитывали все за и против, и в том числе взвешивали, что это нам даст, кроме популяризации рабочих профессий, кроме вовлеченности наших молодых людей. И то, что можно пощупать руками, как говорится. Да, мы поняли, что есть несколько дополнительных преимуществ, которые дает проведение мероприятия на нашей территории. Ну, во-первых, повторюсь, это большая вовлеченность наших молодых людей, нашего общества, в котором, в общем, и образовательные учреждения, и педагоги, то есть все понимают, в каком направлении надо работать и получают от этого отдачу. Это раз. Второе, ну, мы так называем это наследием, не бизнес-наследием, а наследием этого мероприятия. Это когда мы эту инфраструктуру, которую получили и приобрели для проведения мероприятия, мы ее используем в дальнейшем для наших территорий, для нашей экономики. Те тентованные конструкции, которые мы специально заказали и приобрели круглогодично, они будут распределены по нашим территориям, и в итоге где-то это будет для сельхозназначения, где-то для конгрессной деятельности, где-то для спорта. В итоге наши муниципалитеты получают 80, по сути, тысяч квадратных метров крытых помещений. Чтобы наши зрители понимали масштаб мероприятий, соответственно, оборудование, да, 80 тысяч квадратных метров вот таких конструкций, которые можно использовать круглый год. Это существенно улучшит инфраструктуру в целом в Башкортостане, особенно на тех территориях, которые это получат. Ну, это в первую очередь Уфа, Заураль и еще ряд муниципальных образований. Также наследием являются, конечно, станки, которые мы, вообще около 10 тысяч станков поставлено на эту площадку. 10 тысяч станков. Парк профессионалов, для того, чтобы смогли принимать участие молодые люди.
Это около 10 тысяч станков. Вот 5 тысяч из них останутся у нас. Это производство станков Германия, Италия, Финляндия, наши российские станки. Это останутся на нашей территории, будут распределены среди наших колледжей. Таким образом, существенно изменит материально-техническое оснащение наших учебных заведений. И, по сути, мы на 70% переоснастим нашу материальную базу. Если у нас до этого было 100 мастерских, 70 на федеральные средства мы создали, 30 на республиканские, то теперь еще 100 мастерских у нас будет. В итоге 200 мастерских в Башкортостане. Это более чем ощутимо, да, конечно. Это очень существенная база для подготовки. Ну а что касается бизнес-наследия, это уже наше ноу-хау. До этого WorldSkills, когда проходил на других территориях, таких идей и результатов не было. Мы поняли, что мы можем, приобретая, готовясь к этому мероприятию, как бы взращивая молодые кадры, еще можем оставить бизнес-наследием. Это те предприятия, которые будут на базе основных компетенций развиваться. И так как Башкортостан – это авиационное, кластер или авиационное направление сильно развито, мы, конечно, эти компетенции решили у себя усилить тем, что это будет не только молодые люди соревноваться, но еще и у нас будут оборудование и мастера, которые уже потом в последующем будут производить на этом технику, и эта техника уже будет продукцией Башкортостана. Андрей Геннадьевич, вот вы начали говорить уже про востребованность сегодня рабочих специальностей, что есть определенные проблемы и дефицит. Вот если углубляться в эту тему, насколько этот дефицит ощущается сегодня? Надо признать, что сегодня производительность труда в Российской Федерации пока ниже таких сильных стран, поэтому нам здесь есть над чем работать, а это, конечно, сказывается в целом на результатах экономики. Поэтому президентом страны поставлена задача существенно улучшить производительность труда. Есть национальный проект по производительности труда, и есть понимание, что компетенция, высокопрофессиональная подготовка специалиста – это как раз влияет на производительность труда. И в этой связи это вот одно из основных направлений, но при этом у нас просто не хватает рабочих рук, потому что когда в связи с пандемией коронавируса нам пришлось закрыть границы, мы столкнулись с нехваткой людей на объектах, и нам пришлось работать над тем, чтобы все-таки некоторые территории, некоторые сопредельные страны смогли вернуться, люди оттуда могли и вернуться просто раньше. Rабочие силы, и высококвалифицированные тем более. Знаете, взаимосвязано, потому что есть высококвалифицированная рабочая сила, а есть рабочая сила, которой не хватает, потому что популяризации рабочих профессий не хватает. Многие не хотят идти, считают это непрестижным, обществе не уважают, еще какие-то, моменты, которые не стимулируют приход туда молодых людей и потом выбор этой профессии. Поэтому это одно из как раз направлений WorldSkills, чтобы популяризировать. Поднимать престиж рабочей профессии. Престиж, мы же говорим, что эти профессии нужны, востребованы, и за них уважают, Андрей за них а вот такой личный вопрос, вот вам лично, какая рабочая специальность более близка? Через что вы сами прошли? Есть определенный набор специальностей, которые мне близки. Я так или иначе сталкивался, но, может быть, одна из основных, с учетом того, что я как раз среднетехническая специальность получал, обслуживание и ремонт большегрузных автомобилей. Такая специальность ТОР называлась Сибайским горно-обогатительным техниками. И поэтому я, в общем, работал по ремонту БелАЗов. Поэтому досконально знаю грузовые автомобили, и, в общем-то, в легковых тоже хорошо разбираюсь. БелАЗ – это не просто большегрузные автомобили, это грандиозные автомобили. Поэтому я хочу как раз побывать на площадке WorldSkills, кроме тех обязанностей, которые как премьер-министра Башкортостана. Хочу еще посмотреть, насколько сегодня компетенции и профессионализм выросли по обслуживанию большегрузных автомобилей. Это мероприятие, это событие, это же не просто форум какой-то, это чемпионат, это соревнования. И в том числе в них принимают участие и наши представители, наши республики. Мы можем рассчитывать на какие-то призы, возможно, и победы. У нас самая многочисленная сборная, региональная, 280 человек. Конечно, мы максимально попытались вовлечь в подготовку и наших руководителей министерств и ведомств, которые, конечно, являются высокопрофессиональными специалистами в своих областях, в своих профессиях. И это дает дополнительное преимущество нашей команде. И уж не говоря о том, что дома и стены помогают. Поэтому
Надеемся, что наша региональная сборная будет лидером по результатам. В общем, претендуем на первое место. Понятно, что гарантий нет, а спорт есть спорт, и там зависит не только профессиональное мастерство, но и психологическая выдержка, там еще какие-то, удачи в конце концов. Ну, в любом случае мы желаем им удачи, да? В любом случае мы желаем им удачи и уверены в победе. И в любом случае, наверное, мы уверены в том, что это мероприятие, этот чемпионат пройдет на достойном уровне, как и многие другие мероприятия такого же масштаба, да, которые проводит республика. Не сомневаемся, что Башкортостан проведет это сложное, крупнейшее мероприятие на очень высоком уровне. Претендуем на то, что задаем даже некую новую планку, как президент страны это отметил, что 105 компетенций это даже не было на международном чемпионате в Казани, что здесь мы, в общем, уже по количеству профессий набрали такое лидерство. Но и по всему, да, мы создали на одной площадке 80 тысяч квадратных метров. Обычно это все равно как несколько площадок, чаще всего. А у нас только 4 площадки, и почти все на одной, и только 3 площадки, где такие специфические там профессии, как бы МЧС, еще какое-то пожарное дело, где там есть отдельные площадки, но все остальное сосредоточено в одном месте. Поэтому это, конечно, удобство как для зрителей, так и для участников, для экспертов. Потому что организовать соревнования – это не только площадка, да, это еще логистика, продуманность, туда надо прийти, удобно все добираться до места, потом там принимать участие. Это огромный объем оргвопросов. Да, это огромный объем оргвопросов. В общем-то, Башкортостан славится умением проводить крупномасштабные мероприятия. Здесь этот опыт нам позволил, в общем-то, достаточно легко пройти этот путь, но так как впервые такое мероприятие у нас проходит, пришлось, в общем, наработать новые навыки, и, в общем, наша команда столкнулась с определенной сложностью, но, в общем, их преодолела. Андрей Геннадьевич, большое спасибо за ответы на наши вопросы, за разговор, и мы тоже уверены, что все пройдет на достойном уровне, и рассчитываем все-таки на победы наших участников. Большое спасибо. В любом случае, победа, то, что у нас уже проходит, то, что уже будет в рабочей профессии будут более популярными, что наша молодежь будет более внимательно относиться при выборе профессии к тому делу, которое выбирает для себя как основное дело жизни. И в итоге это положительно скажется на нашей экономике, в этом нет никаких сомнений. Так что мы уже выиграли. Спасибо. Спасибо.